Хорошо. Наступает смутное, тяжелое время на Западе. Вот. На Западе наступают средние века. Это VI век. Это образование империи, Французской империи. Начинается там Пипин, первый, там Хлодвиг. Они строят свою империю, они подчиняют себе лангобардов, захватывают территории Италии разрозненные, Рима уже давно не существует, объединяет Францию, Италию современную, значит, Швейцарию, Австрию. Это огромная держава, она подчиняется одним императорам из рода мировингов, из потомков якобы Иисуса Христа. Один из главных у них кто? Это Карл Великий. Но о нем немножко позже. Я уже немножко говорил в той лекции на эту тему. А что делается на Востоке? А на Востоке еще хуже. На Востоке Гунский союз рухнул, на его место приходит союз тюркских племен. Это другая раса, это другие люди, совершенно другие. Это тюрки. Это плосколицые, черные люди маленького роста. Вот. Они переняли те же самые навыки скотоводства, но они не знали земледелия. Они имели прекрасную кавалерию, легкую кавалерию. Они создают, по-моему, тяжелую кавалерию, наподобие гунского, как у гуннов вот была такая кавалерия. Они хорошую армию имеют и терзают Китай с севера. Очень сильно терзают. Китай все-таки их вытесняет, побеждает. Распадается в VI веке этот союз. В начале VI века распадается союз тюркских племен на две половины. Начинается борьба западного каганата с восточным. И восточный каганат подчиняется Китаю. Китай все-таки смог с ним справиться. А западный утекает на восток. Но это другая раса, это другие совершенно люди. Вот в чем дело. Это уже народ совершенно иной, другой культуры, другого языка, все другое. И вот они как раз натыкаются в районе Каспия, на плато Устюрт, на северном Каспии, где вот Волга, там вот в устье Волги, там жили когда-то, и между Волгой и Аралом, жили племена аваров. Авары — это оседлые народы, несколько племен оседлых, но эти авары, они были не совсем иранцы. Не совсем русы. Они были оседлыми и никогда не двигались, как остальные народы. Это потомки палеоазиатского населения, смешанные с арийским. И верование их, и культура была их не арийская. Это были другие люди. Их никто не трогал, потому что они занимались земледелием, и свой хлеб они сбывали полукочевым народом тагарской культуры. Ну, будем говорить, чисто арийской культуры. Мимо них ходили, не обращали на них внимания. Но тюрки обратили на них внимание. Тюрки атаковали аваров. Они, естественно, решили уйти на запад, туда же, куда ушли гунны. Гунны не были им что, врагами, потому что, они, в общем-то, похожи одной расы люди, хотя культура несколько иная. Вот. И вот эти самые авары переходят через Волгу, это 512 год новой эры, через Волгу, и зимой, вот, делают свою там ставку в Дельте. Оттуда они начинают раздумывать, а что делать? Враги у них тюрки, и враги у них и русы. Они ведь не собираются быть с русским народом рядом. Они решили что? Покорить русский народ, уничтожить его. Потому что у них другая культура. Язык тот же, но культура совершенно иная. Они были шаманистами, верили шаманам, они были, значит, не ведической группы, и не зороастрийцы были. Никто их ни туда, ни сюда не обращал ни в какую религию. Религия древняя, сохранилась еще с тех времен, когда они были почти неандертальцами. Они были выпавшие, так сказать, в культурном отношении из тех и из других. И вот они впервые применяют в своей тактике, и стратегии, наверное, применяют, в стратегии применяют, тактику выжженной земли. Чего никто не делал, никогда. Никогда никто такие вещи не делал. Они это сделали. Вот так. Они Дона не коснулись. Они не коснулись Кубани. Вот. Потому что здесь была колыбель вот этих вот сверхлюдей, или так будем говорить, ассахов, то есть тех ассов, которые жили свободно. Они прошли севернее. Они прошли, значит, на Каму. С Камы они свалились на юг, на украинские земли. Вышли они на территорию, значит, устья Дуная. И оттуда они стали продвигаться обратно на восток. Они приходили в эти города, приходили в эти села и просто брали русских людей голыми руками, без борьбы. Вот. Вы, наверное, слышали, как погибли
читали, может быть, как погибло племя Дулебов в Прикарпатии, что они на женщин русских запрягали беременных, засекали их плетьми, они рожали, когда таскали их повозки, издевались над русскими женщинами. Это все есть в летописи, представляете? Истекали кровью. Все это было. Вот. Но силы у Дона не было, чтобы сокрушить этот каганат. Новый каганат возник, аварский каганат.